Вот сейчас Это мы вообще находимся судья в решает, коридоре. кого пускать, кого не пускать. Мы все в ожидании того, как пройдет конвой Бишимбаев, но нас не запускают в зал суда, мы все стоим и все переживаем. Уважаемые приставы, Все хотят это увидеть, откройте но дорогу нас не для пропускают. Вот мы все здесь стоим. Нечеловеческие Вот, условия. вот мы все стоим. Вопросы суда, отвечайте в микрофон. Так, подсудимый, назовите вашу правильную фамилию, имя. Бишимбаев Куандык Валиханович. Дату и место рождения. 11 апреля 80-го года, город Кызылорда. Образование какое? Высшее. Семейное положение. В настоящее время полость. Дети имеются несовершеннолетние? Да. Сколько детей? 3. Возраст детей? Еще раз. Их 3. 15 лет, 13 лет и 10 лет. 15, 12, 10. 15, 13 и 10. 15, 13 и 10. Хорошо. С какого числа находитесь под стражей? С 9 ноября 2023 года. Из камер видеонаблюдения, которые отчетливо показывают, как Бишимбаев избивает Нукенову. По делу допрошены более 50 свидетелей, которые прямо или косвенно указывают на то, что Бишимбаев намеренно и умышленно наносил удары Нукеновой. В выбытых органов следствия ясно видна картина произошедшего. Это были целенаправленные удары по жизненно важным органам потерпевшей Нукеновой. Таким образом, уважаемый суд, невозможно исключить вышеуказанные доказательства, так как они являются вещественными в рамках настоящего уголовного дела. Более того, уважаемый суд, мы хотели бы остановиться на ходатайстве адвоката Хусаиновой, где она просила привлечь к уголовной ответственности за недонесение о преступлении подруг Нукеновой. Уважаемый суд, в соответствии с нормами... Вы путаете. Данное ходатайство не заявлялось. Это было в перечне одно из пунктов 28 ходатайств, которое было, правильно? Да. Данное ходатайство не заявлялось. В связи с чем, уважаемый суд, да, хотелось бы остановиться на том, что уголовная ответственность по действующему Уголовному кодексу Республики Казахстан за недонесение... Вы меня не слышали, представитель потерпевшего? Данное ходатайство стороной защиты не заявлялось. Это один из пунктов, по которым указанным в ходатайстве стороны защиты, по которым в ходе досудебного расследования стороне защиты было отказано. Прошу, по сути, ходатайств, заявленных стороной защиты. Да, уважаемый суд, просим отклонить все вышеуказанные ходатайства стороной защиты. Суть обвинения мне понятна, но я не признаю. Хорошо. Подсудимый, разъясняю, статья 99, часть 2, относится к категории особо тяжких преступлений. По делам данной категории законом предусмотрено рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей. У вас какое мнение? В материалах уголовного дела у вас имеется заявление о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей. Я хотел бы рассматривать свое дело с участием присяжных заседателей. Вы, значит, поддерживаете свое ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Чуть назад. Мы и так нормально стоим. Қозғалмаймыз. Қазір шығады адам. Неге жауып алды? Ё-моё. Мы же не снимем. Защитники, что ли? Ну, неге жауып алды? Вы только понести? Да. Порядка жатты. Добрый вечер всем. Мы только вышли в зал заседания. И я так понимаю, у всех очень много вопросов, в том числе есть моменты, которые мы ранее не могли озвучить. Не то, что не могли, даже не хотели. Очень часто задавали вопрос, почему Салтанат не уходила, и почему она не ушла, и почему она ушла вот в октябре и вернулась. Для меня это тоже был большой вопрос. Ответ я на него получил уже после убийства, когда мы узнали про то самое видео, которое Бишимбаев записал. Мы не хотели об этом говорить, потому что это все очень сильно и больно ранит, в первую очередь, близких, родных, родителей. И поэтому мы этот момент и множество других пытались сделать недоступными для общественности. Все-таки
есть какие-то нормы приличия, порядочности, морали. И в том числе и я, наверное, как никто, ограничен любовью, наверное, в первую очередь к своей семье и заботой о них в первую очередь. Нежели там очернением или распространением информации о деталях всего. Их пропустили на след. Маску сними. Имя, фамилия, отчество. У вас должен быть же. Имя, фамилия, отчество. Я буду писать жалобу в агентство. Не, ну что, пристава нет, давайте зайдем тогда сразу. Имя, фамилия, отчество. Вы должны представиться. Снимите маску. У вас должен быть... Пожалуйста, у вас бейджик же должен быть. Имя, фамилия, отчество. Я вас фамилию. А почему вы представляете? Мне кажется, что какой-то цирк, они что, заходят? Главное, родственников Бишимбаева запустили, а нас не запускают. То есть приоритет Бишимбаева дают они. Уже на первом процессе, на предварительном слушании получается. И фиксировать. Читайте уголовный кодекс. Нет, пожалуйста, напишите. Ну давайте вы откроете уголовный кодекс, Я вам 58 статью и что там прочитаете. написано, пожалуйста? Там написано, что мы, если журналисты, если судебный процесс не является закрытым, то журналисты имеют право находиться в зале судебного заседания. Не в каком-то зале, куда вы выводите трансляцию, а в самом зале. Жутко ужасную трансляцию. Где даже на камеры не смогли нормально. Качество звука ужасное, потому что мы вчера... Вы только что зашли и видели. Сейчас там устанут дополнительно Вы оборудование. запустили туда целую толпу, специально это вот сделали, Чтобы чтобы вы показать себе. Ну, вот Чтобы если вы увидели. операторы сами зайдут, одни операторы, которые... Ну, оператор 8 человек же не влезут. Почему не влезут? Мы вмещали всегда Мы сами... Слушайте, мы все друг друга знаем. Это наши интересы. Что вы Подождите сейчас, даже кто слушать не может. Потому что мы не можем в одно и то же говорить, кто раз. Вы же не здесь, в конце концов, вы сказали по 4 минуты. Имеют право. Ну, как мы видим, в этом суде очень маленькие судебные заседания, залы. Мы видели, что в этом суде есть залы побольше. Мы не понимаем, учитывая, что они знают, какой интерес, какой резонанс и почему они не переносят заседания в более большой зал. Это вопрос, наверное, к администрации судов. Да, но мы видим, что администрация суда как раз-таки и воспрепятствует нашей деятельности. Но мы еще предлагали по очереди заходить, позволить нам протокольную съемку сделать. Если как будто вы должны тоже рассматривать. Это мы адвокаты. Все. Скажите, пожалуйста, вы после того, как сегодня ходатайство успеете сделать? Вчера вот успели только 3 адвоката. Мы не знаем, какие ходатайства будут заявлять. Сторона Бишимбаевых и сторона второго подсудимого. У него же тоже есть адвокат. Мы не знаем еще, какие ходатайства с их стороны будут. А дальше мы уже озвучим свои возражения по их ходатайствам. Поэтому пока затрудняюсь сказать, тем более время уже, конец рабочего дня, не факт, что мы сегодня успеем. А почему именно на 17 штук назначили сегодня? Какая По суду мотивация? мы не знаем. То есть график определяет суд. А вы одна пока представляете интерес? Нет, у меня есть коллеги, они тоже здесь присутствуют. А сколько всего? Уважаемые журналисты, пожалуйста, пропустите представителей сторон. Сами. Общественный защитник. Все. А вы считаете, это что-то изменит, что-то как-то? Почему вы такое решение приняли? Действительно. Это конституционное право каждого человека. Пожалуйста, за вопрос такой. А какой приговор вы будете считать справедливым по этому делу? Все вопросы Какой приговор вы будете считать справедливым? Какой приговор вы будете считать? суд решит все. А
ваш супруг не присутствует на судебном процессе. С чем-то это связано? Ходатайство мы также его заявляли в ходе досудебного расследования и считаем, что именно сейчас на предварительном слушании также можем заявить. Материалов дела отсутствует сведения о банковских счетах Нукеновой. Вчера в обвинительном акте везде говорилось о том, что она была астрологом, очень хорошо до Бишимбаева зарабатывала и так далее, и так далее. Соответственно, следствие даже не удосужилось в этой части проверить, также не проверила сведения касательно того, что каким образом Бишимбаев перечислял деньги, Бажанов через ИП перечислял деньги Салтанат Нукеновой. Я вчера на прошлом процессе при озвучивании ходатайства о возвращении дела прокурору заявляла, в действительности имеются только сказки. За этот период времени, это вот примерно год, да, Бишимбаев в месяц перечислял Нукеновой более 5-6 миллионов тенге. Вот. И, соответственно, на сегодняшний момент мы заявляем, что все-таки уважаемый суд сделал запрос для состязательности сторон, на запрос во все национальные банки Республики Казахстан, как на Нукенову Салтанат, так и на Бишимбаева Куанбека, по счетам, которые они имелись. То есть там указаны все счета. Мы также заявляли это в ходе досудебного расследования по окончанию. Оно также не было удовлетворено. Уважаемый суд, в этой части я прошу удовлетворить данное ходатайство, сделать запросы и получить эти сведения. И включая особенности обжалования судебных актов. В случае, если подсудимый в ходе предварительного слушания подтвердил свое ходатайство на рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей. Еще раз хочу выяснить, вы подтверждаете свое ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей? Я подтверждаю, да? Хорошо, разъясняю вам последствия. Правовые последствия рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Прежде всего, особенности судебного следствия судом с участием присяжных заседателей регламентированы статьей 650 Уголовно-процессуального кодекса, где указано, при каких случаях рассматривается дело, а именно там указаны части 5 и 6 и указаны вопросы, которые не подлежат исследованию судом с участием присяжных заседателей. Это стороны без участия коллегии присяжных заседателей могут ходатайствовать об исследовании доказательств, исключенных ранее судьей из разбирательства дела, не излагая при этом их существа. Выслушивание мнений участников судебного разбирательства по делу в связи с таким ходатайством производится судьей в отсутствие присяжных заседателей. Так, не подлежат исследованию с участием присяжных заседателей обстоятельства, связанные с прежней судимостью подсудимого, если таковые имеются, о признании его лицом с психическим поведенческим расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ, а также иные обстоятельства, способные вызвать в отношении подсудимого предубеждение присяжных заседателей. Вместе с тем, значит, также разъясняю вам особенности обжалования судебных актов при рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей. Основаниями для корректировки судебного акта при рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей являются необоснованные исключения из-за разбирательства допустимых доказательств, которые могут иметь существенное значение для исхода дела, необоснованный отказ стороне в исследовании доказательств, которые могут иметь существенное значение для исхода дела, исследование в судебном заседании фактических данных, недопустимых в качестве доказательств, которые повлияли на исход дела, существенные нарушения уголовно-процессуального закона, предусмотренные настоящим кодексом, нарушения, которые повлияли или могли повлиять на постановление правосудного приговора, допущенные при формировании коллегии присяжных заседателей, обсуждение вопросов, которые не подлежат обсуждению в присутствии присяжных заседателей, формирование вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями, и нарушения при проведении судебных прений. Вам понятны последствия? Да, понятно. Все, хорошо, прошу садиться. Суд удаляется в совещательную комнату. Прошу ожидать решения суда.
В соответствии с частью 3 статьи 636 Уголовно-процессуального кодекса суд считает необходимым удовлетворить ходатайство подсудимого о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей. Кроме этого, защитники подсудимого Бишимбаева, Кусаинова, Рамазанова, Балашов заявили следующее ходатайство. О возврате уголовного дела прокурора в порядке статьи 323 Уголовно-процессуального кодекса, мотивируя тем, что органам досудебного расследования допущены существенные нарушения требований Уголовно-процессуального кодекса, которые не могут быть судом самостоятельно установлены. Так, за матерши привлекать административных сразу. Я понимаю ваши эмоции, пожалуйста, не материтесь. Договоритесь. Пожалуйста, не материтесь. Материтесь. Что все, уже все хорошо. Впереди еще главный суд, суд присяжных. Это все нужно будет пережить, пройти. Это еще не маленький срок впереди у нас этих судов. Поэтому, знаете, я хочу сказать спасибо, конечно, в первую очередь своим адвокатам, да, которые вот эти 2 дня выступали, защищали наши интересы и очень грамотно, четко говорили, не цитировали там полностью весь УПК и все остальные, какие только возможны статьи законов, а просто по факту поясняли. Действительно, какие-то моменты, ну, просто реально смешно, потому что в глазах защитников Бишимбаева виноваты все, кроме него. И там и подруг надо посадить, что не донесли. Вообще, что безосновательно и даже не относится к статье о недонесении. Там есть важный момент, что там 3 основных момента. Либо это действия, совершенные против несовершеннолетних, недонесение, то есть если их права нарушаются, это статья. Это второй момент, если о готовящемся акте террористической атаки какой-то, да, то недонесение тоже, это статья. И по тяжким, особо тяжким преступлениям недонесения, как в случае с Байжановым. Ну, то есть со стороны адвокатов Бишимбаева просто, я не знаю, докажется, они вообще сами законы читают или нет, ну, это уже их дело. Конечно, было очень смешно, когда сегодня один из адвокатов Бишимбаева назвал его Куанышем. Я там еле сдержался, честное слово. Я еще даже своим ушам не поверил, я потом переспросил ребят, действительно ли его же адвокат его Куанышем назвал. Ну, как сказать, ты не можешь запомнить имя своего подзащитного, это странно. Да, мы действительно вот из-за того, что рейс, как бы последних рейсов, на котором Жанне нужно было лететь в Алмату, мы сразу, как заседание закрылось, как объявили, мы просто сразу вылетели в аэропорт, чтобы успеть на рейс, благо успели. И я знаю, что вопросов очень много, и я всегда был открыт ответить на них, честно ответить. Именно Куаныш. Бедного Куаныша какого-то там тронули, здесь есть такой однофамилец. Вот. Я пока ехал, мы с Жанной пока ехали, до меня доходило какое-то сознание. И у меня, честно, я прям за рулем еду, я понимаю, что мы торопимся, но у меня прям на глазах какие-то слезы наворачиваются, я даже сам не могу понять, от чего. Это какое-то смешанное ощущение, вроде бы и радости, но и горечи в то же время. И это... Ну, я вот сейчас почему, например, я нахожусь сейчас в аэропорту, и почему не домой, мне нужно себя немножко собрать в кучку. Я решил сделать это так, проработать сегодняшние эмоции, которые есть во мне, в мои мысли, вместе с вами в прямом эфире. Так я еще не делал, по-моему, чтобы я сам выходил напрямую и открыто говорил с вами. Если есть какие-то вопросы, я не знаю, можете задать. Спасибо за поддержку. Кстати, да, действительно, там, адвокатам спасибо СМИ, которые пришли, спасибо всем вам, которые все эти 4 месяца нас поддерживают. Вчера было 11 число, 4 месяца с момента похорон. Вот. Родители здесь, в Астане. Родители в Астане, они... Ну, сложно написать. Я, наверное, если можно, не буду о родителях только говорить.